Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, огромного счастья, удачи и везения. Ну и также пожелаю всем нам встретить наступающий Новый год здорово и трезво, без употребления алкогольных ядов, шампанского и прочего. И хочу сказать, что лидер трезвой России Владимир Георгиевич Жданов, у него есть видео о вреде шампанского, из чего он сделан, и о том, как добивается эффект пузырьков. Он это все объяснил. По WhatsApp распространяли это видео. Кому интересно, можете погуглить, написать «Жданов шампанское», и всю информацию вы увидите. Сегодня у нас урок номер 9. Меня пригласили в эту студию провести этот урок по теме «Восстановление трезвости из опыта работы общественной организации Намский район за трезвый образ жизни». Я Маркова Любовь Михайловна, председатель общественной организации Намский район за трезвый образ жизни, координатор Якутского республиканского отделения Российской общественной организации «Общее дело». Если обратить внимание на эмблему нашего общества, это лебедь, это символ также нашего улуса. И всегда я, когда выступаю, обращаю внимание на то, что лебедь является символом чистоты, красоты, верности, преданности своей семье, своим детям. И поэтому всегда говорю, кому как не нам, жителям Намского улуса, быть лидерами в укреплении трезвости, в становлении трезвеннических принципов, в продвижении этих идей. И мы также проводили конкурс данной эмблемы, и этот рисунок создан по эскизу Ушницкого Василия Васильевича, которого, к сожалению, рядом с нами нет на сегодня. Он заслуженный учитель Российской Федерации, отличник и член Союза писателей. Если рассказать о нашей организации, мы впервые, можно сказать, что узнали о том, что есть такое движение за трезвость в далеком 1996 году, когда я работала социальным педагогом. К нам в Якутию прилетел Майоров Александр Николаевич, председатель Академии трезвости. И тогда мы, социальные педагоги, собрались в Институте повышения квалификации работников образования и впервые слушали его лекцию. И тогда впервые мы услышали, что, оказывается, есть такое движение, что они борются за то, чтобы наше население трезвело, оставляла привычку распивать спиртное в праздники. И тогда он впервые сказал, что, к сожалению, Госдума приняла закон о том, что пиво не является спиртным алкогольным изделием. И этот закон, к сожалению, продержался до, по-моему, 2014 года. Потом он только был снят, и прекратились рекламные ролики о пиве. Это оказало очень большую губительную роль, конечно, в росте пьянства среди населения. И эти идеи мы распространили через свои школы, через свои социумы. И в том же году, в 96-м, я начала такую работу, что кроме того, что помогала ребятам по учебе,
выполняла функции и обязанности социального педагога, еще и к тому же взяла добровольное обязательство вот как бы желающих родителей излечивать от алкоголизма, да. Их везла за свой счет в наркокабинет в город Якутск, излечивала, во второй школе работала, Намской средней. И потом подходили ко мне родители других школ, они говорили: вот вы помогаете родителям, нам помогите, пожалуйста. А я тогда, была молодая, говорила: вы не моя школа, но, конечно, все-таки потом я помогала тоже. Оказывается, у людей есть стремление к трезвости, и осознала, что люди сами просят, чтобы им надо чуточку, маленькую толику подать руку помощи. Они нуждаются в поддержке, да. В одиночку человек не может сам справиться, и поэтому всегда вот наше сообщество должно идти навстречу друг другу. В 1997 году начался выпуск видеопередач о трезвых семьях. И, расспрашивала семьи, в каких семьях ведутся, трезвые праздники, и нашла 2 семьи, в которых вот не принято употреблять шампанское и так далее. И все эти семьи, эти 2 семьи, они были выходцами из Татинского улуса, что интересно. И они рассказывали, что у них в семьях самыми главными являются женщины, по-якутски базджахтардин, и они запрещали там, они все многодетные семьи, и они все время работали, некогда было там на различные такие сомнительные, увеселительные мероприятия в свое время там направлять и так далее. Поэтому в семьях они встречали всегда трезво свои праздники. Вот они про это рассказали, и про это мы осветили по Намскому улусу. И в 2000 году открылось, такое учреждение, социальный приют для детей, оставшихся без надзора родителей. И когда меня назначили директором в этом приюте, и когда мы открыли наше учреждение, сразу объявили территорией трезвости, потому что наши дети, какие дети поступают к нам в приют? Конечно, это дети, какие дети остаются без надзора и попечительства? Конечно, дети родителей, страдающих от алкоголизма. Поэтому все мои коллеги поддержали, мы на собрании приняли решение, проголосовали, что все праздники мы будем отмечать без шампанского, это в 2000 году. И вместе с детьми мы отмечали, и дети тут у нас, потому что они круглосуточно, 24/7, наши дети всегда рядом с нами, они берут и пример с нас. Поэтому, когда начинается застолье, они рядом с нами бегают, сначала они тревожно на нас смотрят, озираются, заглядывают в двери, рядом бегают, и они, видимо, насторожены, мы догадывались, что у них настороженный вид из-за того, что люди сейчас празднуют, начнут распевать. Все, пиши пропало, да, конец нашей хорошей жизни, как будто. Вот это читалось у них в глазах. А потом, когда они убеждались, что никто тут не распевает, никто пьяных скандалов, дебошей не устраивает, а наоборот, веселятся, играют, поют, у них улучшалось настроение, сразу начинали весело, задорно уже рядом бегать, участвовать. И это воочию было видно, что у них тревога ушла, и они уверены в том, что сегодня с ними все будет в порядке, да. И, конечно, данные дети, когда было видно, что в каких они трудных, тяжелых ситуациях находятся, да, даже порой жестокое обращение, потому что они подолгу не кушают, и когда наши, помощники воспитателей меняют простыни, например, да, в постели, сдирают
простыню, а оттуда, значит, вот сухари прямо на пол с треском, значит, рассыпаются, потому что они привыкли запасаться. Оказывается, вот в столовой они кушают, потом они каким-то образом корочки, сухарики себе в карман ложат и запасают. Вот. И жизнь, вот видите как, суровая жизнь, реальность их научила быть готовыми к тому, что наступит такой момент, что кушать-то будет нечего, и краюху хлеба не найдешь, шаром покати по дому будет. Вот видите, какое положение у таких детей. Поэтому вот в этих целях и было организовано данное социальное учреждение в целях помощи таким детям, чтобы дать им кров, нормальные условия проживания и развития. Также 4 октября 2010 года на круглом столе по профилактике семейного насилия и жестокого обращения с детьми мы пришли к выводу, что все наши беды того, что идет насилие в семье, дети подвергаются жестокому обращению, идут из-за того, что вот из-за распития спиртного, что у родителей возникает зависимость, и дети остаются безнадзорными. И надо вести, необходимо по всему улусу вести просветительскую, пропагандистскую работу. И было создано общественное движение «Женщины Намского улуса за трезвость». И мы, значит, и в том числе проверяли, значит, общественный контроль, осуществляли, анкеты раздавали, значит, реализаторам, что знают ли они, с какого возраста могут они продавать, что грозит, если продадут несовершеннолетнему и так далее. В 2012 году, 13 июля, официально была организована юридически общественная организация «Намский район за трезвый образ жизни». И с тех пор у нас работа, конечно, набрала обороты, и начали мы проводить по таким направлениям работы. Да? Информационно-просветительская работа. Тут у нас проведение обучающих семинаров своими силами, с привлеченными лекторами. Мы привлекали лекторов из-за региона. Вот Майоров Александр Николаевич, он несколько раз к нам приезжал, охватывал за один приезд по 500, 600, по 1000 слушателей. Угловские чтения с 11 по 20 год ежегодно, с 1 по 9 угловские чтения проводили, и там участвовали ребята, дети, о вреде, с сообщениями, с докладами о вреде алкоголя, табака и так далее, и других наркотиков. Также родители, как они ведут, значит, трезвые праздники, делились своим опытом, педагоги, как они разъясняют своим детям на уроках литературы, на уроках истории, какие трезвеннические вот там есть материалы. Они вот это все ознакомливали. Конечно, также выступали по радио, по телевидению. Также проводим культурно-массовые мероприятия, фестивали ЗОЖ, факельные шествия ко дню отказа от курения, акции, классы, свободные от курения. Вот, между прочим, классы, свободные от курения, это все, как говорится, все хорошее, это забытое старое, да? И когда-то в 90-х годах Комитет по делам семьи и детства, оно вот инициировало проведение классов, свободных от курения, и оно как-то потом остановилось, и мы попытались его восстановить, и каждый год присуждали называли победителей, присуждали дипломы, грамоты победителям классов, свободных от курения. Это значит, что в классе никто не должен быть курить. И мы всегда говорим, с 1 по 11 класс вы всем классам должны держаться вместе, чтобы ни один ребенок не выпадал, не курил. И для этого и учителя, и ребята все должны все возможное делать. Да? И это будет самое большое ваше достижение. А на самом деле, по большому счету, конечно,
профилактика алкоголизма – это сначала профилактика курения. Сначала надо бороться с сигаретой, тогда не придется бороться с алкоголем, как говорится. Вот. Также акции «Обменяй сигарету на конфету», конкурсы по Battle Dance, Dance for Life, семейный волейбол проводили, конкурсы рекламных видеороликов. Это все улусные. Ну, про учреждения по центру, про это я не буду рассказывать, это очень много, конечно. Проектные работы, также вот третье направление, да, это работа с мамочками. Клуб социальной реабилитации для матерей «Ариадна». Ну, почему взяли название «Ариадна»? Потому что мы знаем, да, по преданию, что Ариадна своему любимому человеку передала клубок нити, и он выбрался из лабиринта. И когда вот человек попадает в трудную ситуацию, мы приходим на помощь друг другу, передаем такой клубок ниток, по которому он выходит из трудной ситуации. Вот с таким смыслом, да. И внутри в рамках этого клуба «Ариадна» у нас вот с Климом Федоровым была такая, значит, проведена работа «Сырдыка солу арьяндин», значит, путь к свету можно, да, или открывая путь к светлому будущему. Вот по такому проекту мы работали с мамами, и, значит, когда мама выпивающая, у нее самооценка падает, и она уже не видит себя, значит, ну, в бывшем своем статусе, в своей роли, и мы восстанавливаем через красоту, через пробуждение ее таланта, что она, значит, такая же красивая и достойная, что она не может себя пачкать вот таким грязным, значит, делом, таким негативом, как распитие алкоголя, да, и Клим Федоров своей харизмой, своим очарованием также очень хорошо, позитивно влияет на наших мамочек. И за период работы, значит, у нас вот с мамами работают и парикмахеры, и психологи. У нас 2 психолога работают в центре, да, в социальном приюте раньше называлось, а сейчас это потом переименовалось Центр социальной реабилитации несовершеннолетних. 2 психолога и привлеченные психологи еще есть. Также Клим Федоров со своей, значит, командой, солистами, с вокалистами ставят песни, ставят голос, учат сценическому мастерству, приглашаются на гала-концерт, значит, родственники, одноклассники, знакомые, соседи. Все восхищаются вот преображением женщин. И женщины вот буквально сжигают мосты, что нет возврата к прошлому, что мы идем в светлое будущее, где нет места алкоголю и другим негативным явлениям с ним связанным. И вот за 4 года прошли реабилитацию через клуб 66 мам, из них в социально опасном положении 18, в трудной жизненной ситуации 48. И у них 233 ребенка. Вот 233 ребенка обрели семейное счастье, семейный покой и мир. И ради этого, конечно, стоит работать. Правильно. И 4 – это у нас работа по содействию и принятию нормативно-правовых актов по упорядочению реализации алкогольных изделий и проведения общественного контроля, осуществления контрольных закупок. Тут мы, значит, проводим такие мероприятия, что через Советы депутатов мы устанавливаем расстояние и также проводим общественные закупки. Это у бутлегеров. Еще была организована, значит, контрольная закупка в магазине через несовершеннолетнего. И таким образом мы стараемся, значит,
выявлять правонарушения в сфере реализации алкогольных изделий. Продолжаем наш урок. Итак, значит, когда мы начали свою работу в 2011 году, от мест реализации алкоголя до мест массового скопления людей, то есть до больниц, школ, учреждений культуры, было расстояние 50 метров. Ну, так же, как и недавно было в городе, да? И было тогда по Улусу 22 магазина, по селу Намцы 12 магазинов. И сейчас, ввиду того, что была проведена работа с депутатами, с администрациями, в данный момент добились того, что в 2020 году было принято расстояние по селу Намцы 3000 метров, то есть 3 километра. Осталось сейчас в данный момент 3 магазина. Один магазин расположен в селе Первый Хомустах. Это по Улусу 4 магазина, реализующих алкоголь. Вот по сравнению, да, и принятые расстояния в селе Первый Хомустах 500 метров, а в некоторых наслегах до 10 километров. А так, 18 сел являются территориями трезвости через решение Государственного собрания Элтумен. Это тоже является очень хорошим таким позитивным посылом для того, чтобы весь Улус стал у нас трезвым, да? Мы принимали такое решение в 2016 году, и тогда село Намцы проголосовало за то, депутаты и общественные слушания проводилось, собрали подписи, когда проводилось, значит, у нас выборы проводились, мы собрали 4000 подписей, отправили в Элтумен о признании села Намцы, районного центра, территории трезвости, чтобы не мог там работать ни один алкомагазин. Но, к сожалению, этому решению не суждено было сбыться. Посчитали сильно радикальным, что районный центр будет свободен от алкоголя. Конечно, это к сожалению. Далее, значит, в результате проведения трезвеннических таких работ количество семей в социально опасном положении в Намском Улусе, которых было в 2002 году было 97 семей, в 2020 году 23 семьи. Это в социально опасном положении, где дети могут в любой момент подвергнуться жестокому обращению, могут остаться без надзора и попечительства. Да? Расстояние от мест массового скопления, как я указала, в 2011 году было 50 метров, а сейчас в селе Намцы 3000 метров, в селе Хомустах первом Хомустахе 500 метров, других от 1 километра до 10 километров. Так, и у нас есть таблица, значит, данные от наркокабинета. Там приводятся цифры такие. Например, в 2011 году, значит, в наркологическом кабинете по учету алкогольного и иного психоза состояло 677 человек. Из них женщин 102, несовершеннолетних 18. А в 2022 году, значит, психоз – это когда вызывают скорую. У них механизм тут поменялся учета, да, он сократился, стало 6.
Так, а хронический алкоголизм, страдающие хроническим алкоголизмом, вот на это обращаем внимание. В 2011 году было 485, из них женщин 98. В 2022 году и в 2020 261 человек, почти вдвое сократилось, из них женщин 83. Вот видите, 98 и 83 – это у женщин сокращение очень маленькое, потому что женский алкоголизм, он самый сложный, он самый трудный. И поэтому мужчины, они могут как-то быстрее избавиться от таких дурных привычек, у них организм более сильный, более выносливый, поэтому разрушению вот подвергаются, значит, менее. Поэтому женщинам нельзя никоим образом даже в праздники распивать шампанское и так далее. На наркоманию обращаем внимание. В 2011 году 23 учетника, а в 2022 13. А какой у нас миф существует? Говорят, если мы сократим, значит, алкомагазины, запретим вообще продажу алкоголя, люди пойдут во все тяжкие, сразу начнут там заниматься наркоманией, да? Станут наркоманами. И это, конечно, миф, это абсурд. Как мы видим из этих данных, алкоголизм и наркомания идут рука об руку. И я всегда спрашиваю, кому вы предложите наркотики? Например, допустим, есть некие распространители вот наркотиков, не допустим, они есть уже, дилеры, там, распространители. Они к кому обратятся в первую очередь с предложением попробовать наркотик? К трезвому человеку обратятся или к пьяному? Ответ очевиден. Токсикомания. В 2011 году 4, значит, учетника было, в 2020 году 1. Профилактический учет со злоупотреблением алкоголя 52, в 2022 году 7. Профилактический учет с употреблением, значит, со злоупотреблением наркотических веществ 99 было, стало 42. И профучет с употреблением ненаркотических, значит, это одурманивающих средств в 2011 9 и в 2020 0. Вот поэтому данные цифры статистики указывают на то, что если мы приостановим алкоголь, то вместе с ним приостановится и наркомания, и токсикомания. Так. Также вот по результатам трезвеннической работы видно, что сокращаются семьи в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. На самом деле, сколько денег влаживается на то, чтобы содержать детские дома, приюты, дома престарелых, вот задуматься, это миллиарды и миллиарды, триллионы рублей. А решение-то на виду лежит. Если вот у нас, если бы население не употребляло столь много алкоголя, вот сейчас подсчитано, что декалитров на душу населения сейчас уже в нашем регионе достигло 8 литров на душу населения. Это уже ученые, значит, уже вычислили, что после 8 литров начинается деградация нации. Это уже идет вырождение. Поэтому всем нам пора уже задуматься, бить тревогу, что пришла пора взяться уже за ум, чтобы вообще перестать употреблять вот этот яд, да, и тогда сколько денег было бы сэкономлено. Вот в Чечне, в регионе, да, у них по WhatsApp тоже было, значит, была такая информация, что у них закрылись все алкогольные магазины. Ну, у них и раньше было мало, да, и очень там 2 часа в день работали.
И у них нет детских домов, у них нет приютов, и у них нет домов престарелых, потому что население трезвое. Поэтому всем нам нужно бить в набат и задуматься, какое будущее мы хотим. Что толку строить? Кто будет, значит, в этих домах жить через 50-100 лет, в этих школах учиться через 50-100 лет, если мы уже, значит, смертность будет превышать рождаемость. Поэтому политикам, значит, руководителям стоит задуматься над этим вопросом. Так. Поэтому вот предлагаем, значит, предложения такие. Вот в каждом наследии необходимо выделить по 2-3 билборда, в маленьких селах по одному билборду для вывешивания баннеров именно по утверждению трезвого образа жизни, по внедрению культурной традиции безалкогольных семейных праздников. Мы, общественная организация Намского улуса, в прошлом году вывешивали баннер «Лучший подарок – это трезвые мама и папа». Можно показать слайд, да? Лучший подарок детям – трезвые мама и папа. И каждому, также, во-вторых, каждому неравнодушному гражданину, жителю нашей республики, тем, кто желает внести свой вклад в дело отрезвления населения, необходимо сплотиться. И можете обратиться к руководителю Трезвой Якутии Лыткину Матвею Ивановичу. Он является председателем общественной палаты города Якутска. И можете узнать, значит, номер телефона и предложить свои услуги, свою помощь в данной деятельности, в данном направлении работы и свои предложения какие-то, видение решения, предложить свои данной проблемы. Также у нас в городе работает общество анонимных алкоголиков, 12 шагов. Они очень хорошо работают. Дело в том, что они собираются еженедельно, поддерживают друг друга. Это люди, которые решили отказаться от употребления алкоголя, и они находят силу друг в друге, в своей сплоченности. Я очень рекомендую, и номер сейчас вот могу рекомендовать, можете записывать номер анонимных алкоголиков 8 914 277 10 23. И также 8 924 661 06 30. Также необходимо обращаться к депутатам по округам города и госсобрания Илтумен. Ведь в интернете они доступны по комиссиям. Писать обращения и собирать подписи. Угу. Лучше всего вот действовать, а не сетовать, сидеть, ныть, что тут, значит, магазин открылся, там ложное кафе открылось, тут пьяные, там они там лежат, тут валяются, и тут соседний ребенок плачет, потому что родители пьяные и так далее. А надо действовать. Вот именно, да? Вот у нас, когда вот мы начинали свою работу, вот мы тоже обращались к депутатам, и вот настоящие патриоты, вот Кириллин Александр Васильевич, Винокуров Иван Никифорович, вот они, когда я была вот депутатом Улусного собрания, мы писали
рекомендательные письма пишем же, да, рекомендуем установить 300 метров, допустим, да, было 50, рекомендуем, значит, 300. Давайте мы примем 500 метров. Еще больше рекомендуемого приняли. Сначала было так, 600 метров, потом приняли 800, потом 1000, и сейчас вот даже 3000. Вот это действительно патриотизм в действии. Вот оно есть, да? Поэтому обращайтесь к депутатам и выбирайте, голосуйте за тех депутатов, которые вот именно в планах, в программах, у которых есть улучшение именно социального благополучия города Якутска или республики. И надо пользоваться своими правами избирателей. И самое главное, надо начинать с себя. И самому отказаться от спиртного, и не переживать, что я буду так прямо стараться там говорить, а вдруг ребенок будет там выпивать и так далее, да? А на самом деле мы все в ответе только за себя самого. По крайней мере, даже если кто-то там выпивает или что, у каждого есть свой выбор. Мы не можем, никто не является нашим рабом, мы напрямую никого не можем подчинить своим желаниям. Там, значит, мы стараемся убедить, призывать и так далее, да, но хоть совесть у нас будет чистая, говорю. Если кто-то начнет там, если даже мы делали все, что зависело от нас, а не замалчивали эту проблему, да, правильно? И хочу вот сказать, значит, что у нас пути какие есть. На этом уроке мы поняли. Во-первых, это расстояние, потому что доступность, потому что до 70% вот, зависимость зависит от доступности. По ценовой и по расстоянию, да. Если слишком дорого, они тоже будет меньше покупателей. Если сильно далеко, тоже будет меньше покупателей. Ну уж если там на необитаемом острове, там 100% недоступность, правильно? И поэтому это тоже большое влияние имеет. Поэтому надо горожанам вот бороться за метры. Надо устанавливать такие метражи, чтобы было подольше. Значит, второе – это убеждение, чтобы все поняли, что Пашичко, самое главное, убежденный человек, сам себя может перепрограммировать. И напоследок я хочу вас пригласить 1 января с 11 часов в парк культуры и отдыха с Матвеем Ивановичем на скандинавскую ходьбу «Трезвый шаг». В 11 часов сбор у входа в парк культуры и отдыха. И своим примером давайте всем нам утверждать этот позитивный, трезвый образ жизни. С наступающим, дорогие друзья!